Теперь, собственно, о договоренностях с лидерами крымских татар. Гарантируется, что крымские татары имеют полное право на сохранение своего языка, своей культуры, своей религии, а также имеют право и получат надлежащее финансирование в рамках пятилетнего плана по программе поддержки ранее депортированных граждан. Tatars have been here since the Turkish Ottoman Empire, but during World War II, Stalin deported them. And when I say he deported them, I mean he sent every man, woman, and child to the Ural Mountains in Central Asia. So the Russians never allowed them to come back. But when the Soviet Union fell apart and Ukraine became independent, they started trickling back in to reclaim their homeland. So naturally, they're big patriots of Ukraine. Today is the Friday prayer, and I'm going to go and try to meet the leader of their people here. We're waiting for Mr. Chubarov to come out of the mosque. The interesting thing about the position that the Tatars are in now is that they were treated so badly under Russian authority that now they're very concerned that the parliament voted yesterday that it wants Crimea to become a part of Russia. Пожалуйста, там пойдем, дождь идет. Что будет с татарами, если Крым отойдет Российской Федерации? Здесь живут крымские татары. Татары живут в Татарстане. Я исхожу из того, что мы через 45 лет возвратились на свою землю. Мы возвращались очень тяжело, но перед этим все 45 лет мы боролись за возвращение на свою родину. Мы теперь живем на своей земле и будем жить на своей земле. Здравствуйте. И дети, и взрослые, и старики все молятся, чтобы этого не повторилось. Вот и всего лишь. Никто не хочет никакой агрессии. Никто. Мы знаете, татары такой народ, мы очень терпеливые, очень терпеливые. И я благодарю Всевышнего за то, что наша молодежь, наши парни, наши отцы настолько себя сдерживают все, несмотря на то, что вот такое творится. Скажите, дерутся два народа, русские и украинцы. Понимаете, не могут раздербанить вот этот Крым. В учет татар вообще не берут, так как они, оказывается, малочисленны. Но это наша родина. Мы тут, наши дети, у меня 4 детей. Они все рождены здесь. И таких семей, я не знаю, что, с одной стороны, что нам дала Украина. Закон о земле не издали. Мы 7 лет живем на захвате. 7 лет. Нет воды, нет газа, нет вообще света элементарного нет. Все ходили, стояли. Никто ничего не хочет делать. Все ждут. Теперь Россия вмешивается сюда. Что ждать от России? Мы не знаем. Вы знаете, у нас такое состояние ожидания. Мы не знаем. И здесь нам Украина не дала. И здесь, и сейчас Россия. То, что Россия творит, это не терроризм? Это терроризм. Они приходят без никаких обозначений, это кто? Это захватчики. И никто, и всем... Если кто-то один из крымских татар, поверьте мне, пришел бы, вот так захватил что-то, назвали бы на весь мир террористами, экстремистами, сепаратистами, и все это поддержали бы. Bir şeyi açıklanmanız. Сейчас может такой быть, подойдет, плечом торкнет, это уже провокация. Не поддавайтесь никакой провокации, сразу не расстраивайтесь, нехороших, страшных слов никогда не применяйте. Ну кто что может сколько, поможем хоть на бензине, хоть ночью где-то им покушать. То есть давайте они нас контролируют, а мы их поддержим. Я не устанавливаю, дайте столько-то. Кто 10, кто 20, кто может 50.
поможем поддержать наших ребят. Хочу обратиться к Путину. Хочу обратиться ко всем народам мира. Давайте не будем друг друга в нации упрекать. Давайте, мы же все были заодно. И украинец, и русский, и татарин, и все нации, и грузин, и армян. Все же мы были дружны. Но почему же сейчас вдруг из-за политиков, из-за того, что они не поделили власть, из-за того, что их богатство гложет, из-за того, что их гложет жажда наживы, мы должны страдать, простые люди? Свободы слова в России, я считаю, что нет. В Украине она есть, а в России этого нет. Мы побаимся, что вот именно свободы слова у нас не будет с Россией. Так с русскими у нас проблем нет. Мы должны вообще, по идее, да, вот откровенно говоря, у нас была своя государственность, ханство было. У нас за границей около 7 миллионов крымских татар живут. Вы не забывайте. Мы не забываем, но мне интересно, боитесь ли вы русской власти? Что будет Не боимся мы. Никого не боимся. Никого не боимся, кроме Аллаха. Кроме Аллаха больше никого не боимся. There's a couple days left until the referendum, but the narrative so far has been that it's going to be a shoo-in because most of the population in Crimea is Russian. The Tatars weren't always a minority, though. This region was captured from them in the 1700s. That's when Russia came here. And then ever since then, Russia has been bringing Slavic peoples to populate it here, and eventually their population became the majority population. Да, как бы вы хотели, чтобы решили вопрос с крымско-татарскими землями и захваты новая власть? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что за это время, за 20 лет, у них все есть. У них такие же хорошие дома большие, построенные, даже лучше, чем у нас сейчас. Мы в стареньких своих так и живем, а у них, посмотрите, вот если проехать с вами, показать улицы, не знаю, села, это новые дома, это все их дома. Есть там и наши, конечно, построенные, но я не думаю, что они сейчас обижены у нас. Вот, а я считаю, если всем одинаково, значит всем одинаково. Правильно? Да. Почему ты возьмешь землю, а мне же тоже будет не по себе? Или наоборот, я возьму, ты как будешь смотреть? Скажешь, почему ему можно, нельзя? Если делить, то все пополам, тогда будет мир и дружба. А за что их депортировали? За что их депортировали? Вы меня спрашиваете? Да. Я без понятия, за что их депортировали. Ну, если говорить тогда, когда мы росли, нам, что говорили родители, их депортировали за то, что они стали на сторону немцев и вырезали целыми деревнями людей. И сказали, что немцам они будут верные служить до конца. Ну, это... Это же, как говорится, да, бабка надвое сказала. Это же не говорили. То, что официально какие-то источники, все по-разному вернулись сюда мужья этих вот семьи, которые были вырезаны, татарам тогда бы очень плохо. А их Сталин просто спас. Как, ну, вот как бы такая есть версия. Никуда, он их просто поменял им юг на юг, можно сказать, теплое место. These little huts aren't for people to live in. In Crimea, they're called claims. The Crimean Tatars, after they returned from being deported in Siberia and Central Asia, they found that all of their houses had been taken by Russians and Ukrainians. So what they did was came to open fields like this, built little huts, and said that this land is ours now. So over the last 2 decades, people have been hoping that these claims would be recognized as legal by the Ukrainian government. But now that the Russians are coming to Crimea, people are afraid that that might not happen ever. Some people who don't have any options do actually live in these huts, though. Вы сколько лет здесь уже живете? Мы уже 9 лет проживаем. С первого дня, как я встала здесь, и никуда не уходила, и уходить я никуда не собираюсь. А сколько вас живет в этом доме? Нас 7 человек живет. Вот у меня 2 внуков, невестка, сын и я, дочка с зятем. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Приятно. Проходите. Спасибо. Вот так мы живем, видите?
So this is what one of these houses looks like on the inside. They had no help building it. They had to build it all by hand. And there's no gas or electricity. So anything that's electric has to be run off of a generator or batteries. Когда приехала первый раз, вот папина соседка, пожилая вроде женщина, идет у меня племянник. Ну что, пацану 2 годика. И идет он в садик шел. Она следом за ним идет, вот, говорит, понаехали сюда черножопые. Это разве разговор ребенку? Ну ты подойди, скажи взрослому. Ты знаешь, что ребенок тебе ответный не даст. Вот, пожалуйста, недавно у нас парня убили в Марьино. Вот такой пацан был. 7 дома строил. Брату построил, себе построил, сестре Вот построил. в Симферополе пропал, в Белогорском районе, в Земляничном его нашли. Вот представьте, куда его вывезли. Он весь скотчем был, обмотанный, замотанный. Это уму постижимо. А потом, как нам не бояться жить? Сегодня один пропал, завтра другой пропадет, третий, послезавтра еще кто-то пропадет. Это ж нереально. Это какие-то меры должны принимать. А никого не нашли, никого не обвинили? Никого не обвинили, никого не нашли. И, по всей видимости, искать даже не собираются. The thing is, it's really unfair what's happened because they were in deportation for 40, 50 years, and when they came back to Crimea, all of their houses, nice houses, had been taken by Russians and Ukrainians, Slavs who'd moved in here from other areas of the Soviet Union. And now that they have to leave in these conditions, the government here hasn't been willing up until now to legalize it so that they could get electricity and gas, and that just adds insult to injury, I think. Как вы считаете, приход российской власти, это для вас на захвате это хорошая или плохая новость? Для нас, конечно, это не из хороших новостей, но надеемся на лучшее, не знаю. А чего вы боитесь? Почему это не хорошая новость? Да потому что уже как бы они на сессиях принимают решение, что якобы будут сносить все захваты, все самострои. Вот. А куда нам идти тогда? Нам идти некуда. Мы приехали на историческую свою родину. We're on the way to the village that Ali lived in before the deportation in 1944. He was only able to come back after the Soviet Union collapsed, but he's going to show us where his house used to be. Вот на эту площадь вывезли всю деревню. Вот это. И здесь целый день сидели. Я даже помню, где я сидел, как сидел. Заходил в каждый дом 3 солдата. Собирайтесь. Давали 5-6 минут. Быстро. Ну, кто одеться успел, кто... Ну, кому давали полчаса. Какой солдат? И всех с домов собрали сюда, чтобы погрузить, увезти. Когда мы людей видели, везут с России, с Украины, их там разгружают, все так плакали. Скотину бросили, там корова ходит, бараны, каждый бегает, ловит прямо при нас. И корова есть, и дом есть. И мы виноваты, да? И куда вас повезли? В Федосию. С Федосии уже на железной дороге на Урал. На этом месте я с утра до вечера сидел с семьей. Вот здесь? Вот здесь, вот это место. Когда вас из дома выгнали? Да. И вы помните это место? Это забудешь. Вот на этом месте стоял наш дом. Он был двухэтажный, черепицы, видно, богатые были. Сейчас здесь дорогу сделали. Вот здесь был ваш дом? Вот здесь мы стоим на этом месте. А как советская власть объяснила то, что всех татаров крымских депортировали из Крыма? Ну, сотрудничали с немцами. Вот посмотри,
сотрудничать. Вот видишь деревни. Вот здесь около 300 семей, здесь воинской части не было. Немцев не было, никаких солдатов не было. Глуби, да? Ни один русский семья не был. Так кому же вы служили? А на том памятнике что написано? На том памятнике с этой деревни около 300 человек были на фронтах, которые мы могли установить по архивам, вот эти погибли в Великой Отечественной войне. Крымские татары. Крымские татары. Которые воевали на советской стороне. Да. Вот эти люди отсюда ушли на фронт, ушли около 300, погибли вот это вот, и много еще без вести пропавших. И вот когда говорят татары-предатели, а вот посмотрите, да? Где они? Погибли на фронтах, а ихних семей выслали. А те, которые живыми остались? Живые, которые на фронте вернулись, их сразу туда, где мы поселили. Война закончилась и... Все равно их туда. Мы знаем, что за годы советской войны, во Второй мировой войны, в Красную армию было призвано порядка 100 тысяч мужчин крымских татар. Это абсолютное большинство мужского населения трудоспособного возраста. Мы воевали за Советский Союз. И то, что происходило здесь, это уже высосанные из пальца какие-то нюансы. Людям в любом случае приходилось жить в оккупационном режиме. В Крыму в основном оставались старики, женщины и дети. Вот 18 мая всех их погрузили в товарные вагоны и депортировали. So this is the entryway into the Crimean Tatar neighborhood in Simferopol, and they put up a sort of checkpoint here to make sure that people who they don't know, who don't live here, can't get in. Вы видите, на этом районе сделали сами люди, ни копейки не было дано сюда, ни на дорогу, ни на свет, ни на газ, все делали люди за свои деньги, и вот так мы живем уже 20 лет здесь. Я сегодня был на пресс-конференции с Тимиргалиевым утром, и он сказал, что крымским татарам дадут 20% мест в Раде, обещали деньги там на школы татарские и развивать культуру татарскую. Вот в пятницу они сказали, что они хотят газ провести в Каменке, то есть и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот вы верите его словам? Вы готовы жить в России? Ну, честно сказать, я никому сейчас не доверяю, кроме своих близких, родных. Вот мой брат родной, ну, как бы я доверяю только своим друзьям. Ну, я пока скептически. Уровень доверия нулевой, так скажем. Почему? Ну, как вам сказать, 20 лет мы здесь живем, никто ничего хорошего не делал для нас. А тут все нас начали вспоминать, поэтому пока доверия никакого нету. Ни к одним, ни к другим. Поэтому, как вам сказать, должны быть действия, а действий никаких не было и нет. Это все слова. А словам верить сейчас, вы знаете, не то сейчас время, чтобы верить словам.